Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Представители Фонда развития моногородов в Канаше. Сегодня делегация объездила все строящиеся объекты и градообразующие предприятия, рассказывает Марина Баринова. В составе рабочей группы принял участие министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской республики Владимир Аврелькин, глава администрации города Владислав Сафронов и замглавы администрации Владислав Захаров. Совсем недавно на территории города было начато строительство производственной базы, которая имеет значительный опыт в области проектирования, строительства и капитального ремонта автомобильных дорог и дорожных сооружений. Несмотря на величие оборудования и смелые планы на будущее, им все же не хватает и некоторых мощностей. Например, количество поставки газа, света, а главное – территории. Именно здесь и сделала первую остановку рабочая группа. Планируем в этом году, переходом на 2018 год, до весны, наверное, сделаем подъездной путь протяженность километра, будет повышенный путь для выгрузки инертных материалов на 8 вагонов одновременно. Для сведения, в Ульяновской области мы в течение зимы заготавливаем где-то 100 тысяч тонн инертных материалов и для себя применяем, и плюс другим подрядчикам и населению продаем. Следующим объектом посещения стал завод по производству неорганических химических соединений. В ходе беседы делегация познакомилась с производством, осмотрела рабочие помещения. Предприятие намерено расширяться и увеличивать объемы производства. Следующий этап строительства – это еще один цех по производству силикооснового коагулянта. И еще на очередь это производство кристаллического коагулянта. Наше производство является безотходным производством. Все промышленные стоки у нас собираются в приямках, которые повторно используются в производстве. Все, что остается после фильтрации нашего продукта, мы также повторно перерабатываем. А для окружающей среды по воздуху избрать, то есть вот стоят как раз две газоочистные установки, которые все пары собирают на себя, очищают воздух, то есть на выходе мы имеем чистый воздух. На каждом градообразующем предприятии рабочая группа знакомилась с производством, с вопросом обеспечения занятости канашцев и увеличения рабочих мест. Также обсуждались проблемы нехватки ресурсов и их пути решения. Ведь значимость данных предприятий очевидна. Они являются основными источниками пополнения бюджетов всех уровней через налоги и отчисления на социальные нужды. Главное – формирование платежеспособности населения. Марина Баринова, Павел Шевченко. Вести недели. Начался осенний призыв. Всего на этот раз предстоит отправить в армию 165 ребят. Из них 80 по городу Канашу. Условия службы те же. Призывники с высшим и среднеспециальным образованием имеют право выбирать срок. Это год срочно, либо 2 года по контракту. Те лица, которые с высшим образованием, среднепрофессиональным образованием, вправе заключить контракт с Министерством обороны на 2 года. Таких у нас 28 ребят с начала года подписали, ребята довольны, приезжают сейчас в отпуск. Есть ребята даже, которые, правда, с Янтиковского района, 2 призывника, уже военной службы по контракту, которые проходили военную службу, проходят, точнее, на Петре Великом. Имидж российской армии в последние годы резко возрос. Уклонистов стало в десятки раз меньше. Прошел медицинскую комиссию. Состояние здоровья 1. Хотелось бы, как брат Гена, служить в ВДВ. Что решит призывная комиссия? Городские школьники выбирают военные учебные заведения. В этом году 3 учащихся из 8-й школы и техникумов поступили в военно-космическую академию города Санкт-Петербурга и военный университет города Москвы. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Военкомат. За долги по ЖКХ выселение из квартиры. Граждане, имеющие задолженность более 250 тысяч рублей, могут лишиться своего жилья. Канаш перенял опыт работы с должниками у других регионов России. Жителя города за долги по отоплению из 3-комнатной квартиры выселили в общежитие. Об этом в сюжете Дианы Аликберовой. В Канаше ситуация с долгами по ЖКХ стоит острая. Некоторые жители месяцами, а то и годами не платят по счетам. У многих граждан уже возникли проблемы, и закрывать глаза на долги граждан нельзя. Поэтому в Канаше прошел рейд по взысканию долгов с жителей. Некоторые неплательщики идут навстречу и добровольно пытаются погасить долг. Так гражданин не мог платить по счетам в связи непостоянства места работы. Мы выплачивали. Там у жены высчитывали, она уволилась, там какой-то сбой произошел что-то. Но я толком не знаю. А вы тоже работаете? Я подрабатываю сейчас
Мне постоянной работы нет. Жительнице города, находящейся в декрете, сложно платить за услуги ЖКХ. Сумма задолженности составляет 67 136 рублей 94 копеечки. С какого времени она не оплачивала? Не оплачивает с 2016 года. Старшему ребенку постоянно нуждается в лечении в Чебоксарах. Постоянно ездим туда, много денег туда уходит. Муж получает копейки, работая в ЖКХ. И что у нас мамы с папой у меня нету, чтобы помогать как-то чем-то. Как можем, и так сейчас пока вот ремонт затеяли. Тоже нет возможности. Хотим, чтобы детей уют хотя бы. Проживающая в общежитии женщина накопила долг в размере 50 тысяч рублей. Не работая нигде, у нее не было возможности платить по счетам. Я не могла устроиться на работу, так как у меня бывший сожитель меня часто избивал, а синяками меня на работе никто держать не будет. Сейчас его в прошлом году не стало, и я сразу нашла работу. После очередного визита судебных приставов неплательщица обязуется оплатить долг. Иногда приходится принимать кардинальные меры. Так гражданка на протяжении более 6 лет не предпринимала никакой попытки погасить задолженность по ЖКХ. Зная, что ей не могут перекрыть отопление, она периодически оплачивала только газ и воду. По словам неплательщицы, сложная семейная ситуация не позволяла ей иметь никаких средств для погашения. У меня младший сын еще, он агрессивный, никак же. Старший, он инвалид, тем более, вторая группа. Ему надо, вот сейчас я оставила в деревне, где я, он же вот так ходит, у него нелечимая болезнь, Пехтерова. Еще 3 раза операцию делали. Когда стало очевидно, что платить она вовсе не собирается, государственные служащие были вынуждены пойти на крайние меры, такие как выселение гражданки из квартиры. Хорошо, мы квартиру сейчас опечатываем и уезжаем. И потом у вас будет в течение 2 месяцев срок, чтобы вы забрали свое имущество. Но выгонять на улицу по закону нельзя, поэтому ей было предоставлено жилье в общежитии. Но при этом никто не дает гарантию того, что история не повторится. Гончаров Алексей Михайлович прокомментировал общую ситуацию по неплательщикам в городе. Мы в этом году только возбудили свыше 2000 исполнительных производств. Сумма составила более 30 миллионов рублей. Суммы, конечно же, варьируются у нас разные. Суммы долга от 5000 до, как мы сегодня убедили, до 200-250 тысяч рублей задолженности. В дальнейшем, конечно, я рекомендую жителям города Канаша, Канашского района своевременно, заблаговременно даже носить денежные средства в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства, дабы не испытывать проблемы с отоплением и получением всех благ от жилищно-коммунальных предприятий. Подытожив рейд, приставы обошли граждан, суммарный долг которых приближается к 500 000. И таких должников, к сожалению, немало. 85 лет со дня образования Гражданской обороны России. Специализированные подразделения в торжественной обстановке отметили праздник, пригласили ветеранов службы и будущих спасателей и кадетов. 85 лет назад, 4 октября 1932 года, постановлением правительства была создана государственная система местной противовоздушной обороны СССР. Именно с этого времени и началось становление гражданской обороны страны. Этот день посвящает не датам, а людям. Рискуя своей жизнью, они спасают чужие. Во имя мира на земле и защиты граждан России. Юрий Степанов в пожарной охране с 1985 года. Срочно служил на аварийно-спасательных кораблях на Тихоокеанском флоте. Вся его жизнь связана с одной из самых рискованных и почетных профессий. Нисколько не жалею об этом. Как говорится, если бы судьба мне дала второй шанс родиться и жить, я бы пошла обратно в пожарную охрану. Вот. Работал я, начиная от рядового пожарного, и закончил свою службу в звании майора, в должности заместителя начальника отряда 9-го нашего городского, по работе с кадрами. Вот. А так прошел все ступени от рядового, начальник караула, начальник пожарной части. Так что эту службу знаю всю подноготную, от начала до конца. Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Под этой формулировкой скрыт огромный труд тысяч людей, которые ежедневно стоят на защите нашей страны, совершают подвиги во имя жизни. Работа интересная, сложная, риск оправданный. Видя глаза людей, которые благодарят вас за то, что вы проделали работу по тушению пожаров, спасли имущество, может, людей даже спасли.
понимаешь, зачем в эту профессию пришел действительно. Ну, сложности, конечно, есть свои, но мы боремся. Коллектив помогает, руководство подсказывает. Работа действительно непростая, это отметили все присутствующие здесь гости. Я вспоминаю мыслец, где принимали участие именно вы, ветераны службы, и говорим о том, что в мирное время тоже значимость гражданской обороны, она очень большая. И мы тоже, как органы местного самоуправления, понимаем, что от нас тоже очень многое зависит. Я честно признаюсь, что у нас не все объекты пока в надлежащем состоянии находятся, объекты укрытия, бомбоубежища. И мы совместно и с федералами, и с региональной властью думаем, как их все-таки привести в то состояние, когда были они построены в советские времена. Те, кто ежедневно вкладывает свои силы во спасение людей, удостоились почетных грамот, памятных значков. И по традиции возложение цветов в сквере огнеборцев. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. Мир одежды и обуви. В торговом центре «Орион» открылся новый магазин. В день открытия владельцы сделали огромный подарок детям из социального приюта и малоимущих семей. Выбрали 20 ребят, и каждому из них подарили зимний набор одежды. Магазин «Мир одежды и обуви» представил городу огромнейший выбор повседневной праздничной одежды. Обувь всех расцветок и размеров. В день открытия покупатели стали участниками акции. У каждого появилась возможность получить ценные подарки. Магазин «Мир одежды и обуви». Вот выбрал куртку. Очень мне нравится. Здесь выбор очень большой. Здесь можно, не знаю, и недорого. Мне понравилось, в общем. Магазин очень огромный, большой. Выбор очень много. Очень красиво. Продавцы-консультанты очень красиво обращаются. Все находят. Очень удобно и красиво. Мне понравилось. Самую большую радость руководители магазина подарили нашим любимым детям. Полный набор одежды и обуви, теплые куртки, брюки, шапки – все это каждому ребенку в подарок. Мы с сестрой очень рады, что предоставилась вам возможность одеться в магазине «Орион» на 2-м этаже «Мир одежды и обуви». Спасибо хозяевам, что предоставили возможность одеться на свой вкус и на свой выбор. В акции приняли участие социальный приют для детей и подростков и несколько школ города. Всего одели 20 детей. Мы благодарны такой возможности, что в нашем городе появляются все больше и больше людей, которые готовы оказать и протянуть руку помощи и оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всем посетителям магазина предложили необычное угощение – настоящий плов с бараниной. Кульминация праздника – проведение лотереи, море подарков и море позитива. В торговом центре «Орион» на 2-м этаже «Мир обуви и одежды» просто распахнул свои объятия. И все это сегодня, и все это для вас, и все это для вас, дамы и господа. Один за другим покупатели поднимались на импровизированную сцену за своими призами. Картины, мягкие игрушки, посуда, бытовая техника. Александр и Инга – молодая пара. Они стали обладателями наибольшего количества подарков. Спасибо большое за подарок. Мы очень рады. Победители от всей души благодарили магазин «Мир одежды и обуви». Оксана получила главный приз – телевизор. Призов удостоились многие. Те, кто посчитал буквы на баннере, лучше всех станцевал и спел. Магазин «Мир одежды и обуви» приглашает всех за удачными покупками. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, «Орион», 2-й этаж. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.